Ложь, депрессия, предательство и разоблачение спустя годы. Горько-сладкая месть кузену. Реальная история Reddit. Итак, это мой первый пост, и я не совсем уверена, что пишу его в правильном месте, но все равно закинула сюда. Я также собираюсь замазать кое-какие вещи, потому что знаю, что моя семья любит лазить по интернету. Эта история немного длинная, так что устраивайтесь поудобнее. Давайте познакомимся с героями нашей истории перед началом моего рассказа. Я – измученный ребенок, моя крутая мама, любимчик кузен, он же мудак. Второстепенные роли – школьный психолог, наивная бабушка, защитник дедушка, дядя, отец мудака и тетя, мать мудака. Некоторые ключевые моменты и предыстория. Все это произошло в 6 классе, когда мне было 11 лет. За год до этого в моей жизни произошли небольшие травмирующие события, которые привели к тяжелой депрессии, приступам тревоги и ПТСР. Из-за этого мне часто снились кошмары. У меня также была привычка вскакивать от тени во время школьных занятий. Из-за той травмы я стала немного замкнутой и постоянно уходила в себя, настолько, что у меня в школе был детский психолог, к которому я ходила каждую неделю. Также я участвовала в программе после школьных занятий, где помогали с домашними заданиями и прочим, потому что в семье все, кроме моего кузена, работали допоздна. Еще я активно занималась танцами и постоянно смотрела чужую хореографию онлайн. К счастью для меня, в программе после школы был бывший танцор, хип-хоп-учитель, который любил меня обучать. На тот момент мы жили так: я, мама, бабушка с дедушкой и любимчик кузен. Этому мудаку было около 23 лет, он недавно переехал из-за границы. Он был старшим внуком, а я была самой младшей в то время. Культура и мораль нашей семьи были чрезвычайно азиатскими. Из-за этих культурных заморочек бабушка с дедушкой решили, что ему лучше остаться у нас, пока он не сможет переехать и жить самостоятельно. Теперь перейдем к самой истории. Моя мама работала дежурной медсестрой в домах престарелых и инвалидов, но это никогда не мешало ей возить меня в школу и забирать из нее. Иногда и приходилось задерживаться на работе, и тогда приходили бабушка с дедушкой и забирали меня после своих длинных смен на военной базе неподалеку. В один редкий день, когда все были загружены работой, единственным, кто мог забрать меня с продленки, оказался мудак-кузен. По дороге домой я заметила что-то странное в его поведении. Он вел себя довольно подозрительно, бросал на меня странные взгляды, разглядывал меня сверху донизу так, как вообще никто не должен смотреть на 11-летнюю девочку. Когда мы приехали домой, мамы и бабушки с дедушкой еще не было. Кузен продолжал кидать на меня эти взгляды, поэтому я неловко пошла в гостиную, чтобы еще раз проверить, что моя домашняя работа сделана. Я убрала все свои вещи и пошла в ванную переодеться в домашнюю одежду, в которой мне было удобно танцевать. Внезапно мудак-кузен врывается в ванную, когда я была полуголая, просто чтобы попялиться на меня. Я спросила его, нужно ли ему что-то, но он просто стоял и смотрел на меня. И я попыталась вежливо сказать, что я еще не закончила и чтобы он закрыл дверь. Но он все равно продолжал стоять и пялиться на меня. Мне стало жутко и настолько некомфортно, что я закрыла дверь и заперла ее. Кузен начинает стучаться в дверь, требуя, чтобы я открыла ее, потому что ему, видите ли, нужно поссать. Ага, конечно. Я быстро переоделась и вылетела из ванны, чтобы у этого мудака не было причины стоять там и пялиться на меня, пока я переодеваюсь. В этот момент я слышала, как кузен ругался на языке нашей семьи, но что бы там ни происходило в его голове, это не было моей проблемой. Я знала, что все домашние задания у меня сделаны, так что сразу пошла в свою комнату, чтобы найти и выучить пару новых движений в танце. Так, помните ту травму, которую я получила годом ранее? Она сделала мою маму гиперопекающей до такой степени, что она всегда старалась держать меня в поле зрения. Поэтому я делила комнату с ней. Я очень люблю свою маму. Она сделала все возможное, чтобы со мной было все в порядке. Даже дошла до того, что поставила замок с ключом на нашу комнату. И вот тут возникает странная проблема. Любимчик кузен по какой-то причине решил, что наша комната – это его игровая. Он постоянно жаловался, когда мама следила за тем, чтобы комната была заперта, если нас двоих не было дома. Логично же запирать комнату, когда мы уходим, это ведь наша комната. И еще, негласное правило в доме было в том, что мама хранила там ценные вещи. Естественно, ключи от комнаты были только у меня и у нее.
Однако мудаку-кузену это не нравилось. Мудак-кузен. «Эй, почему ты сидишь за моим компом, не спросив меня сначала об этом?» Я. Это компьютер моей мамы. Она сказала, что я могу пользоваться им, если сделаю всю домашнюю работу. Кузен. Ну, вообще-то это моя игровая комната. Почему у тебя есть ключ от нее, а у меня нет? Я. Мудак, кузен, ты же знаешь, что это моя и мамина комната, да? Она сказала, что я могу пользоваться компьютером, когда закончу с уроками. Я вообще не понимаю, откуда он взял, что моя комната – это его игровая. У него есть своя комната, где лежат все его вещи. В нашей комнате не было ничего, что принадлежало бы ему. Так какого хрена он так настаивал на том, чтобы получить доступ к моей комнате? Из-за того, как странно он себя вел до сих пор, моя тревожность снова полезла наружу, и я уже почти на грани панической атаки. Я. «Кузен, можешь выйти, пожалуйста? Мне нужно расслабиться. Ты ведешь себя странно, и это вызывает у меня тревогу». Мудак-кузен. «Нет, это моя игровая комната. Ты не спросила разрешения, чтобы сюда зайти или чтобы пользоваться моим компом. Вообще-то, он вырывает мой ключ от комнаты. Это тоже должно быть моим». Я схватила телефон, чтобы позвонить маме и успокоиться, но мудак-кузен не дал возможности сделать этого. Он вырывает мой телефон и швыряет его в коридор, а потом запирает нас в моей комнате. У него была самодовольная ухмылка на лице, и глаза снова пристально разглядывали мое тело. И я боялась его и сильно дрожала. Это было не то, что должен делать твой двоюродный брат. В тот момент я подумала, может, есть что-то странное в моем теле, что заставляет его так на меня смотреть. Но, оглядываясь назад, я только злюсь на себя за то, что не поняла это сразу. То, что произошло дальше, еще долго меня преследовало. Мудак-кузен, раздевайся. Я. Прости, что? Теперь я полностью в панике, потому что это сильно ломало мою психику. Кузен, снимай с себя все прямо сейчас же. Я застыла на месте из-за паники. Этот мудак начал терять терпение и решил действовать сам. Мудак-кузен. Если ты не сделаешь это, я скажу тете, что ты прогуляла школу. Я. Она не поверит тебе, она слишком хорошо меня знает. Ему не понравилось, что я ему ответила, и он начал срывать с меня одежду. В тот момент я была в панике и пыталась сопротивляться. Он сорвал с меня всю одежду, потом сел с самодовольной ухмылкой на лице и достал телефон. Я плакала и пыталась убежать, но он снова набросился на меня и скрутил. Он издевался надо мной, фотографируя мое голое тело, пока я плакала и пыталась спрятаться. Мудак. «Ну что, больше не дергаешься, да?» Мне удалось освободить ногу и ударить его по яйцам, из-за чего он заорал и ослабил хватку. Это был мой шанс. Я рванула в ванную и заперлась там. Он стучал в дверь, требуя впустить его, потому что он еще не закончил со мной. Я сидела там, пока моя мама и бабушка с дедушкой не вернулись домой. Когда они пришли, меня спросили, почему я бросила свой телефон. Я увидела, что мудак-кузен стоит с той же самодовольной ухмылкой, и он пытался подставить меня. Я не могла поверить в это, но, к счастью, мама ему не поверила, потому что знала меня. «Мама, ты уронила его по дороге в ванную? Я знаю, такое иногда случается, когда носишь определенные штаны». И я просто кивнула, решив рассказать маме позже, когда этого мудака не будет рядом. Ухмылка исчезла с его лица, когда он понял, что его маленький план подставить меня провалился. Я набралась смелости и, посмотрев на него, сказала: «Верни мне ключ от комнаты, пожалуйста». Моя мама посмотрела на него с ненавистью, а затем заставила его вернуть ключ. Я одержала эту маленькую победу. Теперь мне оставалось только рассказать ей, что на самом деле произошло. Но момент рассказать маме так и не наступил. Этот мудак всегда держался рядом, чтобы послушивать, и перерывал меня каждый раз, когда я пыталась начать. Моя тревожность и депрессия достигли максимума, и мой учитель истории каким-то образом понял, что что-то не так. Приближалось время моего обязательного еженедельного визита к школьному психологу, поэтому учитель отправил меня туда раньше, с запиской. Психолог была очень доброй женщиной, она всегда знала, как меня успокоить. В тот момент, когда я зашла в ее кабинет, она посмотрела на меня и сразу все поняла. Что-то случилось. Она прямо спросила у меня, что случилось. Этот вопрос прорвал плотину моих эмоций. Я выложила ей все, что сделал мудак-кузен, как он мучил меня, как он лгал, пытался подставить меня. Как я не понимала, зачем он это делал и что он делал с фотографиями.
Она была в ужасе. Я сидела у нее в кабинете и плакала целый час, а она позволила мне, понимая, что мне это необходимо. Только после школы я поняла, что она что-то предприняла. «Мама, ты в порядке? Психолог звонила и рассказала, что что-то произошло. Это правда?» Моя мама была в истерике, выглядела так, будто готова убить, независимо от того, что он был членом нашей семьи или нет. Наивная бабушка стояла рядом и ничего не говорила. Я подумала, что это потому, что она была разочарована в кузене. Ох, как же я ошибалась. С этого момента все пошло наперекосяк. Моя бабушка и дедушка выгнали нас из дома. На тот момент мама не объяснила мне почему. Мудак наврал дяде, тете и наивной бабушке, будто моя мама сидела на веществах и подсадила его на это. Они поверили ему и даже не попытались проверить, правда ли это. После того, как нас выгнали, к счастью, мы нашли жилье в короткие сроки, моя мама сообщила полиции, что он сделал со мной, и на будака кузена был выписан ордер. Однажды ночью, когда я лежала полусонной после очередного кошмара, я услышала телефонный разговор между моей мамой, наивной бабушкой, дядей и тетей. «Дядя, как смеет твоя дочь лгать про моего сыночку? Он бы никогда такого не сделал. Держи свою дочурку в узде!» «Тетя, мы слышали, что ты продавала и подсадила нашего сынулю на вещества. Позор тебе! Он же твой племянник, как ты могла?» Моя мама была в бешенстве. Они слушали ложь, которую выдумал мудак-кузен, и пытались свалить всю вину за его действия на меня. «Мама, если бы вы воспитали его лучше, этого бы не случилось. Кто оставляет своего ребенка в другой стране, чтобы наслаждаться жизнью в Америке, как вы? Вы самовлюбленные ублюдки!» Я повторюсь, я люблю свою маму. Она чертовски крутая за то, что встала против своего старшего брата и всей нашей семьи. В итоге она просто бросила трубку и заплакала. Я поднялась и подошла, чтобы обнять ее, извиняясь снова и снова за то, что это все произошло. «Мама, запомни, раз и навсегда, здесь нет твоей вины, слышишь меня?» Я кивнула и продолжала обнимать ее, чтобы утешить нас обоих. Через несколько дней я услышала кое-что, что заставило меня почувствовать абсолютное предательство. Мы вынуждены были приехать помочь бабушке и дедушке. «Мама, так где же этот мудак-кузен?» Наивная бабушка. «Уехал домой». Я была в замешательстве. Его не было рядом, я его не видела, но его машина стояла во дворе. У моей мамы было лицо полное ярости. «Мама, ты отправила его обратно на родину?» Наивная бабушка. «Я должна была это сделать из-за ордера. Дядя и тетя умоляли меня об этом». Итак, мудак-кузен фактически был депортирован нашей бабушкой, и в принципе меня это устраивало. Но все равно моя собственная бабушка мне не поверила. Она буквально помогла ему сбежать от ответственности за то, что он сделал. И что еще хуже, мой дедушка ничего об этом и не знал. Запомните этот факт. Честно говоря, это до сих пор разбивает мне сердце. Я не особо доверяю ей теперь, но все равно забочусь о ней, несмотря ни на что. Теперь перемотка на 9 лет вперед, мне уже 20. Дядя пришел в дом моих бабушки и дедушки, когда мы с мамой были там в гостях. Дядя решил позвонить по видеосвязи мудаку сыну прямо при нас всех. Возможно, он хотел зацепить меня. Он всегда был козлом по отношению ко мне. Извините, но топор войны не был зарыт, точно не мной, а значит я могу бросать его сколько угодно. Я находилась далеко от экрана и камеры, так что этот мудак-кузен меня не видел. Я особо и не слушала их разговор, потому что они говорили на нашем родном языке. Я услышала только концовку их прощания друг с другом. Мудак-кузен думал, что завершил звонок, но на самом деле он просто свернул его. Он не настолько умный, чтобы понять, что звонок не закончился. Мой дядюшка уже собирался повесить трубку, когда мудак-кузен начал выхваляться тем, как ему сошло с рук все, что он сделал. Прямо перед дядюшкой, наивной бабушкой, защитником дедушкой, моей мамой и мной. И скажу вам, это было офигенно. Вот он сам себя издал, пусть и спустя 9 лет. Дядя был в ужасе и начал орать на него, ругаясь матом и извиняясь передо мной. Моя мама выглядела как кошка, которая съела и сливки, и канарейку. Наивная бабушка плакала, защитник-дедушка был просто в ярости, он ругал мудака-кузена и грозил лишить его наследства. В основном потому, что я любимая внучка дедушки.
В целом, это была горько-сладкая месть, для которой мне не пришлось даже пальцем пошевелить. Хотелось бы, чтобы он получил более суровое наказание, но, к сожалению, сейчас я уже ничего не могу сделать. На этом история героини закончена. Это не просто рассказ о семейной лжи. Это история о том, как правда может ждать 9 лет и все равно найдет способ прорваться сквозь экран. О том, как молчание становится громче крика, а одна случайная фраза – последним гвоздем в крышку забытого. Пламя костра еще трещит, ночь становится глубже, а ты все еще сидишь, переваривая услышанное. Она написала, Гриб рассказал, а ты услышал. И теперь эта история живет в тебе. Если эта история вас зацепила, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете, и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие реальные истории Reddit. А Гриб будет ждать вас у костра с новыми голосами, с новыми ошибками, с новыми выборами. Всего хорошего. Пока.